Ну, как насчет футбольной моды? Исторически, да, один из мировых центров и футбольной моды тоже. На стадионе Джузеппе Меацца, известном в простонародье больше как Сан-Сиро, миланский Интер принимает Дженоа. Генуэзский клуб с 10-й позиции середины таблицы выглядит довольно щетинистой командой, которая запросто 3 очка никому не отдаст. На прошлой неделе, в прошлом туре Дженоа проиграл катание на выезде, но по ходу матча смотрелся более классной командой, хоть перевеса и не имел. Ну а что до Интера, то команда на 9 очков отстает от Милана. Я беру первую позицию и миланскую тему продолжаю. И 3 очка сегодня брать Интер просто обязан. Не потому, что он на голову сильнее, а потому, что варианты борьбы за первое место, в общем-то, этого требуют. Милан, я напомню, накануне выиграл у Ювентуса со счетом 1-0 в гостях в Турине. Да и вообще, вы знаете, вот сейчас стартует львиная доля матча итальянского тура. И, естественно, в параллели я ни о одном рассказывать не буду. Но пока свисток судейский еще не прозвучал, скажу, что 3 игры пока проведено. В пятницу, в субботу и сегодня, в воскресенье, ранний матч. И все 3 по принципу «заходите, гости дорогие». То есть все 3 выиграли гости. Выиграла Рома, выиграл Милан. Ну и вот сегодня выиграла Чезена в гостях у Сампдории. Иначе говоря, такая тенденция наметилась. Насколько она применима к нашему матчу, будем, что называется, посмотреть. Напомню, что матч этот буду смотреть с вами я, комментатор НТВ+, Юрий Роза. Достаточно разноречивое. Можно о погоде составить впечатление по тому, что мы видим на трибунах. Солнышко, да, ветерок, безусловно. И видите, разброс от меха до чуть ли не мая. Ну и ладно, как говорится, погода всяко более футбольная, чем сейчас у нас. Посему будем надеяться, что уж она-то точно футболу не помешает. Ждем хорошей игры. Команды появляются уже из-под трибунья. Ну, а я начинаю заниматься обычной комментаторской банальщиной, без которой, впрочем, никуда. Это обязательная программа, составы команд, потому что с них все начинается, и ними же все и заканчивается. Интер. Жулио Сезар в воротах 1 номер, по краям в обороне Майкон 13 номер, Киву 26, в центре Раноки 15 и 6 Лусио. В полузащите, будем считать, центр такой треугольный, что ли, полузащитный. Хавьер Санетти 4 номер, Дэн Станкович 5 и Тиаго Мотта 8. Сдается мне, что Мотта будет играть чуточку впереди или Станкович. Посмотрим. Ну и атакующее трио. 2 нападающих. Это 9-й Пацинни 7 и под ними Снейдер 10 номер. Состав боевой, правда? То есть никаких тут сбережений сил перед матчем с Баварией, перед чем-либо еще. Когда бы он там ни был, этот матч с Баварией, не суть. Длинно ли, коротко ли, неделю ли ждать, 2. Все равно Интер не имеет сейчас права, не имеет возможности позволить себе роскошь что-то там экономить. По игрокам, по составу, по игровой мотивации. Посмотрите, вот есть, в принципе, кем усилить. Да, Нагатомо в прошлом матче играл. Каутиньо при Бенитосе играл достаточно. Пандия в запасе. Харджа, ряд последних матчей, проводивший в основном составе, сегодня среди запасных. Ну и состав Дженоа. Эдуардо в воротах, 1 номер. В защите по краям 20 номер Место справа и слева Моретти номер 24. В центре, как раз вовремя дали плашечку, Дайнелли 3, Каладзе 13. В центре полузащиты Абдулла Конко, более известный по выступлениям за Севилью, 5 номер, и Юрай Куцка, номер 33. 2 крайних полузащитника, Марко Росси, которому все равно справа или слева играть, и Рафинья. По шарке, помните, да? Правда, там он защитник-бровочник от сих и до сих. Но тут они с места будут меняться местоами, потому что здесь никуда не денешься. Так вот, Рафинье не все равно, где играть. Для него правый фланг предпочтительнее, потому так, а не иначе. Родриго Паласио, номер 8, не обсуждается ни разу. Его место в основе. Ну и второго форварда будет сегодня исполнять Андреа Полоски, номер 43, неплохо вышедший на замену и заработавший пенальти, нереализованный, к слову, в поединке с Катани.
Молчание дало вам послушать еще и стадион. Ну все, поехали. Интер в традиционных своих цветах. И, может быть, потрачу еще секунд 30 на то, чтобы напомнить Интеру, больше нельзя терять нигде и ничего. Ни репутационно, ни очково, ни дистанционно, никак, ни как-нибудь еще. Ну, а Дженоа команда колючая. Напомню вам, что никого не боится. Длинная передача вперед. Альберто Полоски там был ближе всех к мячу. Молодой, 21 года от роду форвард. Помните, прошлый матч Дженоа выдался очень горячим. И удаления там были, уже уходившего с поля Флора Флореса судья удалил в конце концов. Пенальти не забил Дженоа. Кристиан Киво. Мотто получил не самый лучший пас и сделал не самый лучший пас. Шулио Сезар. Эти итальянцы всегда умели. У них никто отнимать не собирается. Майкон. И проверяет пока настроение и подвижность своих форвардов, а заодно и бдительность обороны соперника. Эдуардо сильно на чужую половину поля. Ну что, мяч возвращается на обратно. Еще будет очень любопытно, если вот именно здесь, в этой точке, сейчас Дженоа его потеряет. То есть будем считать, что круг некий когда будет завершен. Росси. Куцка. Место. Конко. По штрафную, и оттуда аккуратненько Лусио мяч выносит. Уэсли Снейдер. Станкович. Это пока еще не хватает игротской наличности. Да, в два человека атаковать бессмысленно шестерых, поэтому ЭТО ждет партнеров. Отыгрывается с Санетти. Капитан Интера пасует направо на Майкона. Ускоряется ЭТО. По правому флангу тут же партнер это видит. Делает ему передачу против Каладзе. 1 в 1 упустил. Упустил ЭТО возможность, когда можно было пытаться на стартовом рывке что-то выиграть. Сейчас уже подстраховка подоспела, и больше углового тут Интер не выцегал. Каладзе молодец. Здорово эпизод отыграл. Гулка бьет по мячу Снейдер. Майкон раза в 3 выше ворот. Да, плюс еще и вправо завалил туда. Грамотно сыграли здесь. По-моему, это Рафинья был. Выдвинулся на Майкона и не дал ему прикладываться к мячу, подстраиваться без помех. То есть Майкон как ударил, так ударил. Как достал, так достал. Не дожил. Но в такой мыслительной позе Леонардо нам показали. Лусио. Лусио. Давайте третий раз Лусио. Не дают. Рафинья играет направо. Там открывается Паласио под эту передачу, но помельче играет Дженоа. Пока Рафинья в обводку ушел, можно направо сыграть, так и есть. Может, даже варианты были. Одному ли, второму ли. А вот тут вариантов было много, но сыграл плохо игрок. Ранокия. Снова Ранокия. И опять какая чудовищная ошибка. В общем, это не Ранокия была, а Тиаго Мотто. Майкон. Санетти. Вот теперь Ранокия. Уже не ошибешься. Ну, Киво вообще может номер убрать. По шлему узнаем. Их в клубах двое всего. Один вратарь, другой защитник. Майкон. Да. Станкович. Пацини. Еще маловато народу в атаке. Да, подключает Кристиану Киво. Это Снейдер. Очень мяч неплохо ходит. Пацини нет. Коротко сыграть не удалось. По-моему, Дайнелли на опережение, на чтение ситуации. Мяч этот перехватывает. Можно играть, показывает арбитр. Лусио идет вперед. Снейдер подкладывает мяч по праву и бьет, но там уже
замашку бокового арбитра показывает, что было положение вне игры. Контратака Дженуа. Куцка. Офсайд. Поднял, да, боковой флаг. (0:0) 6 минут сыграно. Майкон. Все правильно, надо переводить мяч налево. Там Киеву, а ему куда играть? Только в касании на ЭТО, который здорово отлепился от опекуна. Мяч получил. Снейдар. Дальше все, разогнули, развернули спиной от своих ворот игроков Интера соперники. И только дальний удар. Кстати, неплохой. По-моему, вратарь мяч задел и будет угловой. Мощно пробил тягу. Снейдар. Паласио прессует Интер соперников. Киеву сильно, слишком сильно. Забрал мяч Эдуарда, могу в принципе пропустить. Паласио. Куцка. Дженуа. Первый круг и начало второго славился огнеупорной обороной. Чего команды не отнять, того не отнять. Нет офсайда, можно все-таки свистнул. Но с запозданием поднял был флаг. Так вот, в последних двух матчах команда 5 голов пропустила. 3 от Ромы, 2 от Катании. Зато и забила ровно столько же. Санетти. Майкон. Неплохо в центр. Дальше по цене нужно было придумывать. Но ждал он партнеров резонно. Где же вы теперь, друзья, однополчане? Впереди никого нет, да и рядышком никого нет. Вот потому паса вышел не точно. Санетти. Надо оставаться с мячом. Майкон. Очень здорово предлагает Лусио свои услуги. Отдает пас не очень здорово. Очень закроет этот фланг, если Снейдар. Ой, неплохо. Это... Покажет повтор, отметим действие защитника. Тот уловил и этого еще на встречном. И этого на встречном, но не поймал. Майкон! По штрафной! Этого! Свисток. Не игры, но красиво. Да. Все-таки да. Второй тайм прошлого матча Дженуа наверняка Леонардо просматривал. И вот там как раз, когда Катания туповато, но очень настойчиво пыталась обеспечить давление, что-то у команды получилось. Это что-то в 2 мяча за тайм вылилось. И вы сами понимаете, Интер считает сегодня тоже правильно не искать добра от добра. Все время поддавливает соперника. Каладзе мяч отбил. Маретти. Все пока на это.
Мота. Повезло Станковичу, хотя и боролся он до конца, но в конце концов мяч Дженоа забрал. Рафинья. На хорошей скорости он движется. Пас. Штрафной ударит Паласио. Нет, далеко, высоковато дал мячу отскочить. А потом уже ищи вчерашний день. Раньше нужно было укращать. В последней стадии же ничего не получалось. Место. Брать, конечно, было нельзя. Полоски этот мяч. Он находился в положении вне игры. Росси. Вот перевод хороший. Киеву. 13-я минута между тем пошла. Станкович на Снейдера. Тот пытается, по-моему, пытался сделать пас вперед на Пацини, но не удалось ему. И плюс там получает здорово сам Уэсли и, по-моему, получает повреждение. Надеюсь, что незначительное. Марко Росси. Кутка. Очень остроумно сыграно. Ну и выключился Паласио. Трудно, конечно, было предположить, что он продолжит сразу движение. Но мяч догнал, и то, как говорится, хлеб полоски, и бить нельзя. Был свисток. Паласио. Назад. На Куцку. Удар по воротам. И еще один. Это уже удар по словацкому футболисту. Как-то смотрел Суперкубок, матч за Суперкубок России. Знает, что своих-то подать мы умеем минимум не хуже. И это пожадничал. Конечно, вали направо. Там один партнер с разводящими руками. Это Уэсли Снейдер, по-моему. Это Снейдер, это по-моему, пенальти. Подставился очень красиво, это и он именно что подставлялся. Но мне кажется, много соперника поймать успел. Нет. В мяч сыграл Моретти. А нет, не в мяч. Вот смотрите, как первый повтор убеждает, что... А здесь пробросил мяч уже игрок Интера. И, по моему разумению, здесь арбитр ошибся. Успевал это за этим мячом, не успевал, не имеет значения. Фол был, и был он в пределах штрафных.
Киво. Дженуа такую активную оборону демонстрирует. Ни в коем случае не в отбой. Хорош пас, центр штрафной, на полоски. Не наилучшим образом мяч этот обработал, подработал. Это... Майкон. Пацини. Разобраться надо игрокам Интера, кто чей этот мяч. Санетти, Майкон и угловой. Третий, по-моему, за эти 17 минут у ворот Эдуарда. По подаче самый лучший. Но Абдулай Конко выносит мяч за пределы штрафной. Можно играть, по мнению арбитра. Контратака генуэзцев. Смелее нужно Паласио. Я понимаю, что он умелец обыгрывать. И ему надо одного сначала обвести. До поры ему везет. Но с мячом тут лучше уже расставаться. Куцка. Офсайд. Пока здорово физически выглядят игроки Дженуа. Не дают возможности сопернику разыгрывать что-то комфортабельное. Моретти. Киво. Идет вперед Кристиан Киво. Отдавать пока некому, только тому, кто рядышком. Ну а рядышком никто не будет. Это сам собой Этоо. Он с мячом. Штрафную нельзя, там по цене один соперников мало-мало. Поэтому нужно или назад, или бить. Да, предпочитает бить сам. Это мяч так становится легкой добычей Эдуард. Майкон. Куцка. Хорош пас. И тут нет офсайда. Паласио стартует, ставит корпус. Лусил длинные ноги. Но едва не со спины у соперника протыкает просто этот мяч, отправляя его за боковую линию. Росси. Куцка.
Санетти. Айкон. Продвигается Росси. Сзади страхует его 24-й номер Моретти. А Интер на коротке отыгрывается и налево, или пробить опять же. Он долго думал, Станкович. И уже в момент удара к мячу тянулся. Да мне показалось, что и чуть ли не вслепую. Джену атакует правым флангом. Передача в штрафной. Но там все забаррикадировано. Там и Лусио внимателен, и Раноки внимателен. Эти мячу просто так долететь до игрока в белой футболке не дадут. Куцка. Направо передача. Можно назад сыграть. Сейчас без скорости, да, Джену атаку ведет. А слева кто? Тоже столько пространства, но перевести. Моретти. Ох, какая чудовищная передача. Полоски. Ну, разберитесь, что в конце концов Паласио, чей это мяч. Росси. По ходу уже работали Леонардо. У Интера были разные матчи. Был даже вот очень хорошо мне запавший матч с Бари, где очень долго было 0-0 на табло. Да и вряд ли хозяева вообще играли хуже. А в концовке Интер забил, а в добавленное время забил еще 2. То есть вот так откроешь утреннюю газету. 3-0. Интер выиграл у Бари, у аутсайдера. Ну вот понятно. По игре все не так просто, далеко. Желтая карточка. Неужто не покажет, а? По-моему, абсолютно бесспорная. Ну и как теперь подать? Чуть-чуть от ворот. Все правильно. Четыре в 6 атака. Это многовато потерь. 25-я минута. Дженоа с мячом. Мяч у боковой линии. Рафинья. Я даже не скажу, что играет он прям крайнего хава. Играет он ближе к центральной зоне, открывает фланг. Во-первых, любит туда смещаться Родриго Паласио. Вот этот самый, да, господин. Именно оттуда уже плести свои кружева. Ну, а во-вторых, зону открывает еще и Джанdomenico Места. Для него. Моретти. 26-я минута. Пока скучновато. Луцка. Снейдар. Это одного прошел, уже в штрафной, скоростенки не хватает, но поскользнулся защитник Дженоа. А это то ли бил, то ли пасовал. Для удара не точно, для паса слишком сильно. И выходит Эдуардо из ворот. Посылает мяч в аут. Очень трудно даются Интеру сейчас голевые моменты, поэтому, конечно, понятно, почему ЭТО, так что позволю себе поиронизировать, рвет последние волосы на своей голове.
Ушел-то хорошо и повезло ему. Упал здесь игрок Джену, хотя, казалось бы, догнал уже, съел. Как раз он Доменико место и был. Мяч остается у Интера, но это момент, который, если станет опасным, то лишь потом. Луся. А почему не двинуться вперед? Так что одного Пацини за тремя чужими спинами выцеливать, как будто ты потом рукой можешь до мяч перебросить. Это же не баскетбол, в конце концов. Ответ Дженуа. Не удается Паласио мяч принять. Но в итоге дело кончается аутом в пользу гостей. Паласио. Рафинья. Моретти. Нет, все уже тут Интер перекрыл. Только длинный какой-то перевод. Короткий перепас до ворот не дойдешь. Моретти. Росси. Рафинья. Ну вот что-то похожее, да. Место. Это меньше похоже. Хоть на что бы то ни было. Неплохо. Неплохо Пацини. Пас-то точно был под него. Он не самого большого на свете роста, но выпрыгивает чудо как. Причем он даже не столько с разбега, с шага. И причем пятясь назад. И мяч этот поймал. Показывает Пацини, что мяч ушел от Моретти. Я, пожалуй, в этом плане готов с ним согласиться. Но удар от ворот почему? Потому что Пацини на спину соперника налегал руками. Мне кажется, что это просто вот по этому поводу штрафной удар. Как здорово. Санетти. А это спешка уже. Куцка. Тридцатая минута. За исключением первых 7-8 минут у Интера не очень здорово держится мяч. Вот что я скажу. По крайней мере, на чужой половине поля. Слишком спешно туда Интер игру не переводит. Когда в конце концов ему это удается, там уже соперники дружной толпой все это дело забаррикадировали. Дружной организованной толпой. Луся. Все. Майкон.
Успеет Станкович? Должен. Попытка вырезать, но не очень высоко, не под игру головой. Продолжаем разговор. Инта с мячом. Киво. Ранокья на Лусио. Майкон. И все, Каладзе отыгрывает на Эдуарда назад. 32-я минута. А если попробовать до конца, да, там 3 игрока, но пас-то поточнее делать надо, поточнее. А здесь нет нарушения правил. Пробьют миланцы, но пока это для гостевых ворот ни капельки не опасно. Все забаррикадировали футболисты Дженуа. Никуда они не торопятся, играют очень спокойно, уверенно, с холодной головой и ждут. А не заведется ли Интер так, чтобы что-нибудь самолично подарить сопернику? Слово, почему бы и нет? Полоски. По ниточке Майкон. Да-да-да. И не оставил мяч в поле. Мне это казалось, что оставил. Санетти. Хорошая передача. И еще один пас. Не под правую, под левую. На Мото. Опасно. Вот наконец-то удар. Достаточно серьезный удар в створ. Ну, издалека, да, но он непростой был. Даже не столько грозил залететь, сколько была вероятность, что вратарь отпустит его от себя. Нет, пока ничего убедительного у Интера не получается. Состав боевейший, состав лучший, пожалуй, на сегодня из того, что миланцы могут предоставить, выставить. Но здесь в центральном круге очень спокойно чувствуют себя футболисты Дженуа. И перепасовка, и все. И даже, видите, Лусио вынужден куда выходить. Вот довели человека. Паласио. Хорош перевод и подключение неплохое. Канко. Назад нужно играть. Там Рафинья. Под удар. Чуть раньше бы надо было. Тогда на то же самое место Рафинья набегал бы.
А сейчас он каким-то кругом держал путь к мячу, и, понятное дело, на многое рассчитывать не мог. Хорош пас. Канко. Нет, пробить-то неудобно. Вот пас на дальний угол. И чуть-чуть не успевает Альберт на полоске замкнуть эту передачу. Не знаю, там судья-то показывает на угол вратарской так, как будто бы назначает свободный. Покажите нам бокового. Вот сейчас будет хорошо видно. Был ли зафиксирован офсайд? Нет, не видно. По первому впечатлению офсайда не было там. Абдулла Канко великолепно разобрался с этим пасом. И только чудо сейчас уберегло Интер от пропущенного мяча. Ох, хорошо. Действительно опасный был удар. Уэсли Снейдер немножечко игра начала раскручиваться. Немножечко, не быстро. Но между тем это немножечко в 40-й минуте хоть как-то оформляется. Согласитесь, первый тайм, не скажу, что Дженоа потратил впустую, а Интер до сей поры точно. Снейдер играет слепую. Чего испугался? Да, он принимал мяч в статике. Да, Росси был быстрее в этом эпизоде. Ну, как говорится, и что? Ведь можно было запросто поставить корпус, хотя бы штрафной для себя приготовить. Конко, как здорово играет этот пятый номер. Проход справа. Паласио, удар, гол! Родриго Паласио от Дженоа выходит вперед 1-0. Ну вот не забил полоски, не знаю, засчитали или нет. Забивает Паласио. Не такой был яркий матч у Интера, когда он горел дома. Даже не синим, а сине-черным пламенем Палермо. Помните, 1-3. Тогда коллега Черданцев, комментатор матча, сказал, Интер счет должен гнать вперед. Ну, тогда, конечно, и свезло. Не без этого. То есть 0-2, что там Интер проигрывал, а не 1-3, что я говорю. 1-3 было бы, забей Пасторе пенальти. Ну вот. И действительно, Интер тогда игру вытащил. Но тогда много было на новенького. Тогда был первый матч по Цини. Он вышел после перерыва. Был адреналин другой. Как он накрутит своим подопечным Леонардо в перерыве, я не знаю. Но если Интер будет играть вот так, то мы постараемся перевести про академиков с тросточками на итальянский язык и отправить прямо туда. На Сан-Сиро. По делам, согласитесь, да? Перевеса у Дженоа нет никакого, правда. Но по делам. Майкон. Я бы еще понял, если бы так вел себя Милан. Не обижайтесь, поклонники красно-черных. Просто у Милана есть некий люфт по таблице. Вот о чем я говорю. А Интер надо догонять. Если это вообще возможно. Паласио. Снейдер. Это
Вот сейчас может что-то получиться, но посмотрите, 8 человек в белых футболках уже отошли к штрафной. Снейдер отыгрывает назад, сам не видит, натыкается на соперника. Станкович технично направо. На Пацини. Тут не штрафной, тут у штрафной. Снейдера ищет, Снейдеру пас. 42-я минута на исходе. Неплохо. И Эдуардо, конечно, полежит. Имеет право. Имеет полное на это право. Дженоа сейчас очень, конечно, полезно тайм докатать вот при таком варианте. Конко. Офсайд. Но Абдулла Конко просто лучше. На мой взгляд, пока. Паласио, разумеется. Не будем строги в полоске. Вообще, наверное, форвард мирового класса должен тут цепляться за последнюю линию обороны. Не допускать офсайда, да, но молодой, кровь играет, рвется, хочет отличиться. И плюс к тому, не так много он матчей, собственно говоря, провел именно в основном составе. Ну да ладно, проехали. Лусио. Станкович не достанет он до мяча, да, и контратака Дженоа. Паласио. Росси. На момент игровой нарушения не было. Ну, если они будут в тени толка играть, то Майкон, конечно, победит. Пришлось, победил. 44-я заканчивается. Тиаго Мотта. Пас на Снейдера. Тот ищет этого, а пас почему-то в пятку дает. Это вынужден останавливаться. Он уже в штрафной. Но все равно остановился, ищет варианты. Нога поехала. Упал. Теперь начинай все сначала. Место не позволяет. Ну как же партнер не подстраховали Место, а? Тот пошел за этого, должен был быть второй. Подстраховки не было. Мяч с горем пополам Дженоа забрал и так приглядочку движется вперед. Ну, там Кристиан Кио не только в шлеме, но и в своем репертуаре. Линия арбитра уйти, скоро перерыв, да. А ближе к раздевалке не буду показывать желтую, хотя надо было. Вот такие ножницы он Рафини устроил. Росси. Нарушение правил со стороны гостей. А вот и все. Добавлять к тайму нечего. Если и были падения, так это какое-то. Нога, мол, поехала. Уходит команда на перерыв. Свист с трибун. И оно понятно. Интер у себя на Сан-Сиро проигрывает Дженоа со счетом 0-1. Пока все это очень занимательно. Да? Впереди второй тайм. Перерыв. Джузеппе Меаццо в Милане, где местный Интер проигрывает пока Дженоа после первого тайма в матче 28-го тура итальянской серии А. 0-1. Родриго Паласио автор гола. Интер имел территориальный перевес. Кружил у чужих, не скажу, ворот. У штрафной. Моментов опасных почти не создал, а к концу первого тайма начал пропускать контратаки. Нет, это не вновь прибывшие игроки. Это разминается, чтобы сыграть, как при первом своем выходе, Паоло Пацини, 7-й номер. Ну, надо повод, чтобы еще раз назвать быстренько состав, в котором команда играет. Интер. В воротах Жулио Сезар, 1-й номер. В обороне 13-й номер Майкон справа. В центре Раноки 15-й, 6-й Лусио. Слева Киво 26-й. Треугольник в полузащите. Да, стрелял все-таки он вверх. Глубже играет Санетти номер 4, Станкович номер 5. Чуть впереди Тиаго Мотта номер 8. Ага! Станковича больше нет. Зато выходит теперь Горан Пандев.
И, так понимаю, два опорника Санетти и Мотто. Снейдер с дирижерской палочкой условной на руководство всеми комбинациями, но ему не хватает сегодня скорости, на мой взгляд. И дальше понимают так, что с одного фланга будет играть Этоо, с другого Пантьев, и в центре Пацини. Баллардини, тренер Дженуа, ничего менять не должен. В обороне команда выглядит замечательно. В центр поля переходит 2-3 паса. То есть это не образцово-показательный разрыв соперника. Нет. Они играют в полном адеквате. Порядок собрался побить класс. И пока что все у порядка получается. Эдуардо в воротах первый номер. В обороне слева Моретти 24-й, справа Место 20-й. Третий Дайнелли и 4-13-й Каладзе в центре. Центр поля. Но в центральной зоне формально играют Куцка 33-й и 5-й номер Конко. Справа Рафини 18-й, слева Росси 7-й. Но все-таки, мне кажется, больше Рафини тоже играет. Чуть не в центре, открывая фланг для Место. А вот Росси с фланга на фланг прыгает, поддерживая пару нападающих. Паласио номер 8. Он тоже, кстати, больше любит направо уходить. И на острие полоски 43-й. Вот такой вариант. Такой состав у тех и других. Поехали дальше. Мотто с мячом. Этоо. Ну нет, в касании играть еще не приспело. Конко. И опять, смотрите, образцово показательная атака. Едва не получилась. Контратака у Дженуа. Адреналину не хватает этого. Не знаю, кто может быть этим адреналином, потому что все классика. Все вот мелкий перепас. Да, штрафной. Да, это для Снейдера. Но Мотто побежал первым за этим мячом, я смотрю. Уж не думает ли он, что Уэсли позволит ему пробить это туда? Каха Каладзе, по-моему, нарушает правила против Пантьева. Но это так, по ситуации это фол оправданный. Желтую карточку, однако, это не отменяет никоим образом. Никакого Мотто, конечно. Отмечу, что в случае отскока Каладзе бы очень пригодился. Но вот ситуация такая, что ему сейчас оказывать помощь должны. Удар Снейдера! Вы знаете, тяжелейший удар с наклевом. Мяч буквально падал и довольно мощно падал. Вправо от Эдуарда угол ворот. И шел, по-моему, в створ. Голкипер Дженуа красавец в этом эпизоде. Концентрированно, правильно действовал угловой. Подает Снейдер. Никак он не может перебить там пару игроков на ближнем углу вратарской. Место. Да, много бывает. Бавария укостерят. До матча с Интером время-то еще есть. У Интера до матча с Баварией тоже. Но в общем и целом мне ли одному показалось, что они играют будто бы в унисон на этой неделе. Впрочем, у Интера весь второй тайм впереди. Снейдер. Пацини. Что это он платеж тут вздумал? Тут на мяч наступил. Мяч, естественно, потерял. И дальше просто удар вперед. Ну, не знаю, хватает ли Снейдеру скорости. Но то, что он вездесущ пока, это бесспорно. Это справа забегание делает Майкон. Надо делать его передачу. Удобно для удара. Далековато. Далековато, но все-таки Майкон не бьет, а пасует на Пацини и мяч в ворота. Вот, оказывается, для чего полотерствовал Пацини. Он хотел там потерять мяч, чтобы атака пошла длинная, чтобы завяз Дженуа. Шучу, конечно. Вот, но
Я не знаю, считал это на то, что Майкон должен пас отдавать, а не бить. Мне казалось, что лучше пас под удар. Но Майкон, которому пришлось сваливаться еще правее после этой передачи, нашел. Он уже видит это продолжение. Видите, бросает взгляд и видит, что Пацини выскакивает на ближний угол вратарской, опережая защитника, и именно туда. Туда идет пас. Пацини все делает грамотно. Ставит корпус. Каладзе чуть-чуть не успевает. И это не Каладзе. Вина разыграна комбинация как по нотам. И Интер сравнивает счет 1-1. И сразу оживился, сразу запел Джузеппе Меацца стадион. Удар по воротам! Добивает этого 2-1! Вот так дуплетом! Вот так дуплетом Интер, в общем-то, провальный первый тайм заставляет зрителей забыть напрочь. Тут, конечно, Эдуардо не прав. Тут, конечно, его ошибка имела место быть. Никто этого не отрицает. Но удар-то был плотный, с ударом от газон перед вратарем. Интер. Ну-ка вот Пандев примеривался. Там штрафной заработал для Снейдера. Перемещался вратарь. То, что мяч ударился перед ним, это одно. Но он еще и перемещался. Он где-то там застрял, лез закрывать этот угол. И вот как раз вне позиции. Поди-ка ты отбей. Сидя на корточках. Больше того, мало того, что отбил перед собой, он еще оказался в ситуации, когда мяч чуть-чуть качнул его назад, и он не мог накрыть, хотя он рядом. Вот близок локоть не укусишь. Примерно что-то из той же оперы. Лусио попер вперед и вынужден сбивать его уже. Но сбил Рафини, нарушил правила. Желтая карточка пока его миновала, хотя могла и не миновать. Снейдер. И опять там было нарушение, но мяч остается у миланцев. Через Майкона, через правый фланг атака это идет. Но теперь богатые, теперь могут и игру остановить, потому что 2 мяча уже забили. А я думаю, зря. 3 секунды тут ничего не решило. Ясно, что не убили Пацини в этом эпизоде. Остановился Майкон напрасно. Куража Интеру не хватало весь первый тайм. Адреналину не хватало. Подпитался Интер от игры. Легко, конечно, говорить, что это выход Пандева. Заработал опасный штрафной. Ударил. После чего второй гол получился. Я спорить не буду. Но второй-то гол вырос из первого, мне кажется. Побежали. Полетели миланцы вперед. Ну, теперь будем смотреть, как среагирует на ситуацию наставник генуэзцев. Киво. Снейдер. И нарушение правил. Фолов немного, как видите, но игра была довольно скучная, поперечная, скажем так, в первом тайме. Снейдер бьет в стенку, она маленькая, попади еще. 3 человека там. Бил он низом, мне кажется, осознанно, но он много мячей забил именно на подпрыгивании стенки, пускай мяч под ней. Я даже думаю, болельщики ЦСКА очень хорошо помнят один из подобных мячей. Конко. Неплохо опять-таки решил. И не было там у полоски офсайда. Пройди этот пас, был бы выход 1-0. Паласио. Место.
И длинный такой отбойный удар. Пацини залезает в коробочку, но тут судья не добегал. И, конечно, если он не видел, если боковой ему ничего не показал, то по принципу не навреди. Если не уверен, то лучше не ставить. Думаю, что в этом дело. Хотя очень похоже, что, может быть, фол тут и был. Удар по воротам. Пуска атаковал. Санетти. Снайдер. Готово. Опасно. Это пауза. 1-1 гол. Вот так за 10 минут Интер разворачивает игру. У меня велик искус сказать ничего для этого не делая, но это будет неправдой. Да, первый гол, немножко завязнув в атаке, генуэзцы сопернику позиционно подарили. Правда, Интер исполнил, но позицию подарили. А вот дальше поди удержи. Куражная команда раскрутилась, и сейчас просто по накатанной летится им, играется. Все ее получается, все идет вперед. И вот, пожалуйста, счет на табло уже кажется и беспроблемный. 3-1. И дубль Самуэля Этоо. Джено второй матч подряд выигрывает первый тайм. А к середине второго уже становится в позицию отыгрывающейся стороны. Но тут даже слово «отыгрывающийся» как-то без сарказма понимать. -2 в Милане с Интером. То есть и восприятие встречи, как бы и статус команды, понимание их силы такое по-болельчески, да, оно возвращается к тем самым точкам, какие были до игры. А Интер вот как летит. Видите, Майкон попер. Как в свои золотые бриллиантовые времена. Это... Бандев. Майкон. Нет, это немножко не о том. Не из того фильма разговор. Хороший заброс, можно бежать туда, но выходит Джулио Сезар, про которого мы уже и думать забыли. Да вообще в игру-то он вступал сегодня. Гол-то ему забили, это да. Майкон. Да ну. Разве был офсайд? Ну, Пацини особенно и не спорит.
покажет Дженуа сейчас. Я говорил, что команда забивала, пропускала немало в последних матчах. Роме так 4 за тайм воткнули. Место. Через паузу подачи, видимо, хотел очень углового. Так, вот тут отпустили Рафинью-то. Он подать может еще как. Полоски. Вот теперь угловой, правда, слева. Подача. Опасно! А удар-то будет. Бьет Полоски, но там уже Киеву все перекрыл. Правда, ему попал достаточно больно. Он прихрамывает. А атака Дженуа продолжается. Киева выключается из эпизода. Место, прострел. Проскакивает Абдулла Конко мимо мяча. И пошла контратака Интера. Санетти помнит или нет, что там Киеву сломался. Ему больно. В атаку Интер, тем не менее, идет. Перевод мяча на Уэсли Снейдера. Но сейчас-то он не остановится. Это чистый перевес. У миланцев можно вправо делать пас. Но не тому игроку подальше, на угол штрафной. Здорово! А вот сейчас арбитру, мне кажется, стоило бы назначить штрафной. Я не убежден насчет пенальти. Но, сдается мне, что нарушение правил было. Ох, игрушка пошла. Майкон. Забегание идет Тиаго Мотта. Майкон не видит. Он уже как танк прет просто вперед. Больше отпускать мячей Эдуард, видимо, не собирается. Киву там полежал, поднялся, побежал. Абсолютно открытый футбол с обилием моментов. Паласио. Бить уже неудобно. Может, он ударил бы, начал Полоски искать, потому что кому еще пас отдавать. Ну что, отдышимся немножко. 5 минут команды выдали, правда, сумасшедшую. Ну да, Киев, видимо, не может игру продолжать. И Нагатомо готовится выйти вместо него. Юто Нагатомо. Довольно опытный, малорослый японский крайний защитник. Коллеги мои давали ему уже достаточно подробную характеристику. Ну а пока Киев в строю, он уходит в атаку и зарабатывает для своей команды угловой. Что, я в порядке, I'm окей, да? Ну тогда получит, наверное, за то, что, получив травму, остался лежать и не доиграл эпизод. Если не так все страшно, что не поднялся мне в игру. Снейдар. То ли не крикнул вратарь, то ли крикнул слабо. Главы Фентон нападавал. Ох, как красиво все это было прямо сразу, да? Все удар Робина в ворота Ман Юнайтед. В Лиге чемпионов прошлогодней не дает покоя. Во, наверное, насмотрели они перед финалом все матчи Баварии. Наизусть выучить Мауриньо заставил.
И будет Место бить поворота. Мяч в сантиметре от штанги уходит мимо. Конко. Немножко успокоилась игра сейчас, и активнее даже смотрятся футболисты Дженоа. Майкон. Лусё. Опасно! Пандев! Как не забивает Горан Пандев. Замечательный момент. У македонца был. Далековато отпустил. Да, и тут уже с носочка. Никаких других вариантов. Леонардо смотрит на часы, то ли у него замена на сей случай запланирована прямо вот здесь, сейчас, на этой минуте. То ли можно подумать, что его команда проигрывает. Майкон. Мотта. Кио. Санетти. Снейдер. Пандев. Пацини. Снейдер. Пандев. Нет, пас на Пацини уже не проходит. Пандев должен проходить сам. Мне даже жалко, что у него не получилось. Честное слово. Прочитал ситуацию замечательно. Все ждал проткнуть кому-то вперед, а может делал вид. Пацини уже залез в офсайд. И, конечно, боковой это видел. Все Пандев понял, потащил мяч сам. Не хватило ему опять чуть-чуть. Как у Мотта. Майкон. Пандев. Снейдер. Под левую гонит его, да, Абдулла Конко знает, как надо поступать в этой ситуации. И тут же переключается на подстраховку. Как хотите, а пятый номер у Джернова мне очень сегодня нравится своей игрой. Сколько пасов отдал хороших в первой половине игры. Все читает, все понимает. Но вот этой 10-минуткой в середине, в начале второго тайма Интер соперника, похоже, отправил в нокдаун.
все прет и прет. Молодец какой, а. Это будут Пандева искать сейчас. Будут хотеть, чтобы он забил. Там поднимает руку партнер, видите? Ох, какой пас этого на Снейдера. Передача, удар, гол. Нет ли офсайда? Похоже, есть. Нет. Засчитан мяч, и идет Пандит. Я думал, он так обреченно махнул рукой, а он партнера поздравляет. Ну, я не горжусь тем, что угадал, что они будут его искать, но ясно, что человек так старался, много добра сделал, и будут его искать, будут стараться, чтобы он забил. И не пожаднил сейчас Уэсли. Но в этой ситуации, вы видите, уже только один вратарь, защитников нет. Понимаю, что канал специализированный, но мало ли, вдруг кто-то смотрит, еще не знаю. В этой ситуации по мячу считается офсайд. Как вы видите, на линии мяча, да, не находился Пандов, а находился сзади в момент паса. Поэтому совершенно правильно, что гол и должен быть защитой. «4-1». И еще продолжает Интер куражиться. Да, уже забыл про свою травму давешнюю Кристиан Кива. Его Конкот держит, конечно, за руку. И если этот мяч отобрали бы Генуэз, судья бы игру должен был остановить и штрафной назначить. Ну и контратака Дженуа. Четыре мяча за 25 минут. То есть 3 за 10, потом подождали. Опять начали создавать. И помните, перед голом Пандева 2 дохлых момента, как говорят в футболе, было у 27-го номера Интера. Это получает по ногам Самуэль Ето. Только менять надо. То ли он подустал, сил много потратил. Во всяком случае, я вот его хвалил. А сейчас, чтобы он не сделал, все как-то мимо. Еще одна замена. Полоски уходит. Лука Антонелли. Ну, а номинально он, как говорится, по... Двойная замена. Я ж оторопел, да, увидев. Лука Антонелли совершенно по-другому выглядит. Вот именно. Как раз вместо Конко. Да, он защитник, в том-то и дело. Но играть может на фланге вплоть до чужой штрафной. Поэтому именно он. Ну, а мы еще видим... Во-первых, что снимают Пацини, который забил очень важный гол. Который забил мяч. Ну, Хасан Харжа, конечно, здесь появляется. И сдается мне, что еще одну замену. По-моему, Басселли еще выходил. Извините меня, так немножко оторопел. И не его ли нам показывали, а? Когда вот я готов был за Антонелли и под титр Антонелли. По-моему, да. По-моему, Мауро Басселли вышел. Опытный форвард. Как раз вместо Полоски. Ну, совершенно верно.
Мартинес, наставник Уигана. Но и там не получилось. Собственно, сейчас и у Мартинеса прикольно получается. Ну вот. Поглядим, что сейчас. Кто там машет рукой? Из игроков Джена получил травму. Но атаку надо генуэзцам довести до конца. Басселли, удар! Морецци страдает. Ну, Басселли тут в своем ключе сыграл. Все правильно делал. Ворот, правда, не попал. Слушайте, а действительно здесь мне не очень нравится, так как он упал. Тут ладно бы только сбито дыхание было. Это, слава богу, коли так. Ну вот пока похоже, что именно так оно и было. Нагатому давно уже примеряли к выходу, если вы помните. Но Киеву не захотел поле покидать и даже поплыл вперед, там угловые зарабатывал. А уходит Нагатому вместо Раннокио. Ну, тут все понятно. Киеву, ладно, если тоже так хочет, пусть играет, решает Леонардо, но будет он играть в центре. Вы, наверное, заметили, уважаемые телезрители, что в ряде эпизодов бровку-то закрывал, как в старые добрые времена, Хавьер Санетти. А Киеву уже в центр перешел, на самом-то деле. Снейдар. Майкан. Снейдар. Включается Нагатому слева. Ему тут же передача. Мяч потрогать надо, да. Потом уже можно и ударить, кстати, удар-то опять мяч падал, нырял там перед руками вратаря. И если бы... История не знает слагательных наклонений. Я хотел сказать, что если бы вот тот мяч не пропустил и был бы сейчас невнимателен, то может быть. Вот. Пожалуй, что не очень в эту тему. А это довольно опасный штрафной может быть. Да, тут вполне можно и подать, и крутить, причем в любой из углов. Вратарю не просто. А тем более Жулио Сезар весь второй тайм без работы. И еще одна замена. Готовится у генуэзцев. А пока что вот в этих самых оранжевых бутсах голландского цвета Лусио тащит мяч. Куцка в центре эту неточную передачу принимает. Я даже не буду говорить, перехватывает. Ой, какой по замыслу хороший пас, а!
на ходу этот черпачок исполнить. Какая была бы красота, если бы он дошел. И опять Лусио. Ну, не нарочно, конечно, но больно. Там можно было по ахиллу попасть. Это Снейдер. Сейчас на пас себя, может, и зря программировал Уэсли, потому что очень смотрелся, наверное, просто удар в касание. При его-то мастерстве. Но я думаю, моменты будут сегодня опасные. С той, с другой стороны еще, хоть нам играть больше 10 минут, но не меньше, это уж как минимум. И плюс к тому, игра-то идет очень открытая. Харджа. А это уже Росси. Таки вот такой обосновался в центре защиты. Место. Неплохо. А удар-то? Почему-то решил не бить поворотом. Даже не знаю почему. В порядке все у Рафини с ударом, что он сейчас стеснялся. И последняя замена. Под номером 2. Выходит Чико. Неплохо знакомый вместо Каладзе. Да, еще и повреждения, мне кажется, Хабер получил. Хорошо выходит. Ну что это? Может быть знаком того, что некоторые изменения в следующем матче будут в обороне у Джема. Пропускает команду постоянно не меньше 2, 3, 2, 4. Ну а почему я начал было говорить Хосе Мануэль Флорес Морено или просто Чико? Знаком нашим комментаторам испанского чемпионата очень неплохо. Потому что до прихода Джена он выступал за испанскую Альмерию. Нагатомо. Снейдер. Там вроде спит, поспит. Ага, Майкон, а пас-то он ждет. Получает. Снейдер рядом. Нет, Майкон ищет. Харджа. Нагатомо. Вот будет фокус, если забьет японец. Забивает. Ну, слушайте, они делают, что хотят. Они делают, что хотят. Ну что, попробовать им за 6 минут еще разыграть ситуацию, когда бы Жулио Сезар пришел бы в чужую штрафную, но гол не гол, момент, чтобы имел. Опять же смеюсь, но 5-1 за один тайм. Капитану. Вот они, японцы. Субординация, однако. Харджа, как его увидел, а? Здесь и повезло, конечно. Мяч отскочил. Росси, ну, может, не самую лучшую позицию занял, но он не защитник. А вышедший на замену Чику еще не успел тут разобраться, что к чему. Видите, он тут прыгает совсем не удел. Вот он, второй номер. Получился крупный счет из абсолютно никакущего первого тайма.
Неста. Больше, чем на 10 минут Интер сегодня. Больше, чем на 10 минут Интер больше владел мячом. Мне так не пойдет. Ну, то есть, понятно, что по проценту владения, по времени владения перевес Интера громаден. Но вторым таймом, наверное, мог бы кого угодно, уже миланский клуб, уверить в том, что все теперь вообще хорошо, небо в алмазах, шапками белый свет забрасывать, и если они не возьмут Лигу чемпионов, то это будет какая-то досадная случайность. А на самом деле, вот что я хочу сказать, да, завелись, побежали, и действительно все пошло. Соперник где-то оказался к этому не готов. Тайм выдающийся второй Интер провел. Почему-то я не готов утверждать, что прямо из этого следует победный поступ до конца чемпионата. Как и обратного не готов утверждать. Готово. Снейдер. Снейдер. А это был Снейдер. Там Харджи был. Прошу прощения. Нагатомо. Прострел. Мимо. Опасно, Харджа! Да, все, что хочет. Практически делает сейчас Интер. 5-6 минут у Дженуа пошла какая-то игра в атаке. Ну, сейчас все, видимо, пар уже вышел. Забить-то желание и есть. Но уже и не бежится. Сил все-таки потрачено довольно много. И мощный какой удар, а? Как раз Антонелли, пришедший с фланга. Плотненько, в касании. Если получился гол, было бы очень красиво. Но тогда бы все били именно так в касании, говорили. Вот если получился гол, было бы очень красиво. Давайте мы с этого процентов 30. Не денег, так результата поимеем. Тоже даст. Айкон. Нагатомо. 90-я минута. Но я думаю, что вот Марити оказывали помощь. А так длинных остановок не было. Поэтому больше 3, конечно, не добавит. Арбитр Пандев. Баселли. Паласио. Прострел. Отличный прострел. И 5-2. Но Паласио волшебный все-таки человек. Очень большой придумщик. Причем производит он впечатление горбатого, лысоватого такого, да? И что летом под 38, хотя это не так. И что ехал он с ярмарки, ехал, да непонятно как заблудился. А на самом деле и в скорости прибавит, и пас отдаст, и обыграет, и пробьет, и забьет. Что матч сегодняшний показал. Ну вот теперь годится, как говорится. Да, можно и не добавлять ничего, правда.
Вот в этом судейском решении есть логика, согласитесь, да? Интеру все равно, у них много второй тайм, так сказать, на будущее себя вознаградив за усердие голом. А кто знает, так вот это усердие принесет гол, может, и победный в следующем матче. Дженуа тоже свое сделал. Ну что ж, 5-2, господа. Однако, веселый получился у нас матч, особенно второй тайм. Это, к слову, какие разные таймы бывают в футболе. И о том, что очень даже опасно что-либо прогнозировать. Лучше смотреть и думать, а вот может оно быть так. Большая нервная сила Интера сегодня по полной программе выплеснулась в второй половине встречи. И вот под адреналинчик команда очень может быть опасной для кого угодно. Правда? С тем и прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Комментатор Юрий Розанов. До скорых. Бог даст новых встреч на нашем канале. Всего вам хорошего.